истории Иркутско-Якутского почтового тракта. Протяженность дороги составляет 2766 километров. По этому пути за несколько веков проехало большое количество не только служилых людей, купцов, политических ссыльных и каторжан, но и путешественников и писателей. В книге «Поездка в Якутск» автор Николай Семенович Щукин пишет, что единственным спасением от стужи были ямщицкие поселения. От Витима к Якутску на каждой станции устроены якутские камельки. Эта спасительная выдумка достойна того, чтобы изобретателю оной был поставлен монумент. Заведение сие стоит того, чтобы учреждено было на всех станциях и в России. Далее он восхищается якутскими ямщиками. Привычка ямщиков к морозам удивительна. Голыми руками запрягают они лошадей, проваливаются в наледь и полными сапогами воды едут до станции. Так выглядели ямщики Алекминского района. Эта уникальная фотография была обнаружена среди стеклянных негативов фотографа из Копца по неволе Ерофея Петровича Ереська и сейчас хранится в Алекминском музее истории развития земледелия Якутии. Там же открыта новая экспозиция внутреннего убранства дома состоятельного ямщика. Очень отрадно, что алекминчане сумели сохранить эти предметы старины и передали в музей для восстановления уникальной летописи приленских ямщиков. Экспедиция по следам государевых ямщиков на 13-й день пути из Иркутска приехала в село Дельгей Алекминского района. Итак, у нас образовался целый хор. Аплодисменты! На встрече с жителями села состоялся импровизированный мастер-класс по вокалу. Юта Осекритова сумела организовать детей, пришедших на встречу. И за короткий промежуток времени они хором спели песню из репертуара ямщиков. Село Дельгей основано было в XVIII веке при правлении Екатерины II Великой, когда стали основывать ямщицкие станции. Годом основания считается 778 год. Да, первыми жителями данного поселка, создателями этого поселка, можно сказать, считаются Кулагин и второй Бекинев Алексей был. Оба они являлись участниками восстания Пугачева. И за это были сосланы в наш суровый край. Дворяне торжествовали победу, гнали на каторгу крестьян, вешали повстанцев. Потомки рода Кулагина, участника Пугачевского восстания, до сих пор живут в селе Дельгей. На этой пожелтевшей от времени фотографии бравый казак Андриан Николаевич Кулагин. Его супруга Анфиса Ивановна подарила мужу 6 сыновей. В 50-х годах, когда семья потеряла кормильца, старшему сыну пришлось прямо со школьной парты уйти в ямщики. Виктор Андрианович Кулагин встретил нас в своем добротном доме с высокими воротами и резными наличниками. Назначил бригадир, мол, будешь, говорит, работать, что ты, мол, возраст у тебя маленький, говорит. Ну, я говорю, буду, что, постепенно научусь. 12 лет, 52 года я стал. Это ямшистскую работу. Мы-то вдвоем были, мой товарищ был. У нас 4 лошади были, у него 2, у меня 2. Вот эту почту возили одну неделю. Меня, другую неделю. Нас менялись мы, Кочегарова возили.
Почтовый груз был тяжелый, особенно кинобанки. Потом баулы были кожаные, толстые, круговую цепью, все, замком. Вдвоем его поднимаешь, ложишь. Ну, мех этот шел, пушнина в кулях. Однажды меня потерял один кулья, там, не доходя Кочегарова, март месяц был утром. Сопровождаешь, что уснул, и раскат там был, косогор, и вывалился. Давай, мне сдавать надо же ямщику другому. Не хватает одно место. Ну, я скорее поехал, да. Хорошо, там машины не было, лошади-то редко ходили. Да. Ну, я нашел его, 3 километра от Кочегара, это недалеко было. Привез-то, сдал ему. Вот. Тяжелое детство и юность нисколько не сломили дух Виктора Андриановича. Даже после потери жены, оставшись один, он продолжает поддерживать свой дом и живет в ожидании приезда детей, внуков и многочисленных родственников. Нашему приезду почтовая станция Дельгейская, конечно, подготовились основательно. Даже верстовой столб раньше времени нашего проекта они уже установили по всем требованиям нашего проекта. С Иркутска 1933 версты и до Якутска 811 верст. Молодцы! Молодцы! Ну, сейчас мы едем до почтовой станции Кочегарова. Все, пока. До Кочегарова. В этот же день наша съемочная группа выехала на встречу к участникам экспедиции из Алекминска в Кочегарово. Погода на реке разбушевалась так, что, попав под проливной дождь, а затем окутанные туманом, мы не смогли найти место встречи. Причалили к берегу и на наше счастье в заброшенном селе Кочегарово нашли дом, где и приютили нас на ночь. Хозяином дома оказался Валерий Михайлович Зарубин. Про таких людей обычно говорят «последний из могикан». Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревогу. Большой поселок был, растянут больше километра. Тут отсюда 2 километра, и здесь еще метров 800 последний дом. Ну, компактный такой. Одна улица и по краям дома. До 65-го, наверное, дворов 20 оставалось. Раньше колхоз был здесь, Победа. Потом сделали совхоз, и все, люди-то разъехались. Валерий Михайлович, оставшись в Кочегарово, сажал картофель, собирая богатый урожай, держал стадо коров. Но были трудности со сбытом продукции. Ведь до Алекминска 120 километров, а до соседней деревни 18. Летом можно проехать только по реке, а в холодное время по зимнику. Чтобы решить эту проблему, он даже купил гидроплан. Хотел летчиком стать, не получилось. Поднялся на 30 метров, да напугался, как сяду. Ветер-то не рассчитал, а газ-то убрал. Он начал снижаться, а ветер боковой меня на бок уронил. Не теряй надежды-то, может. Надо поучиться ездить. Так-то не боюсь. Валерий Михайлович живет в родном поместье своей жены, а супруга, дети и внуки в соседнем селе, как говорится, ближе к цивилизации. Свет есть, все лежит. Водовозка есть, воду возим. Телевизор работает круглые сутки. Валерий Михайлович не теряет надежды на лучшую долю. Теперь он открыл свою лесопилку и работает, не покладая рук. На подмоге у него зять да внук. Так и живет он, как хранитель традиций села Кочегарово. Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид.
но одежды латали нам матери в срок. Мы же книги глотали, пьянея от строк. Да, я же говорю, что я хотела приехать, не приехала. Участники экспедиции по следам государевых ямщиков, накануне вечером, приехав в Кочегарово, ожидали нашу съемочную группу. Хозяева исторического дома Кулагиных и Пшенниковых встретили гостей, как полагается, хлебом, солью да добрыми словами. Мы с удовольствием желаем вас видеть здесь. Нашему дому исполнилось 120 лет. Наконец-то вы здесь все. Мы очень долго готовились к этому торжественному мероприятию. В этом году исполняется 120 лет нашему родительскому дому. Здесь выросло 5 поколений Кулагиных, Пшенниковых. И этот дом всю жизнь являлся притяжением для всей нашей большой родни. Наши дедушки, бабушки, родители сумели нам всем дать очень хорошее воспитание. И самое главное, они дали нам любовь к своему родному дому, к своему родному краю. Отношение к отчему дому у многочисленной семьи Кулагиных и Пшенниковых особенное. Удивило все, начиная с того, что внутреннее убранство дома сохранено в своем первозданном виде. В наше время мало где увидишь подобный пример любви и уважения к традиции своих предков. По-прежнему просится, а я все не еду, дела и дела. Мне к Южному морю нисколько не хочется, душой не кривлю я, о том говоря, тебя называю по имени отчеству. В этот знаменательный день на почтовой станции Кочегарово в торжественной обстановке установили верстовой столб. Такие верстовые столбы к осенью, в октябре, появятся по всему Иркутско-Якутскому тракту. Ура! Ничего себе красота! Вот очень здорово, что у нас есть Кочегарово, как бы жизнь теплится в деревне за счет того, что живет семья Зарубиных. Благодаря тому, что у них есть пилорама, Зарубин Валерий Михайлович и Брагины, отец и сын. Дай Бог, чтобы этот столб у нас простоял как можно дольше. Есть такие места, откуда не хочется уезжать. Кочегарово навсегда останется в нашей памяти. Далее наша экспедиция отправилась к почтовой станции Дабан. Мы приехали к 91-й по счету от Иркутска почтовой станции. При встрече с жителями села Дабан познакомились с Марией Михайловной Сафоновой. Ее дед некогда держал конюшню для почтовой гоньбы. Дед просыпался рано. Пока я спала, он привозил сено для лошадей и уже в 5-6 часов утра готовил в конюшне корм. У него было 60 голов, и 5 из них он содержал для скорой почты. Кормил их отборным овсом и постоянно причесывал гривы. Он частенько просил выйти на улицу послушать, едет ли скорая почта. Если едет, то я мигом в дом забегала. Тогда дед быстро готовил лошадей для дальнейшей отправки почты. Однажды я увидела, как в дом забежал сопровождающий почту, Пшенников из Кочегарова. У него был светлый тулуп, папаха со звездой и пистолет. Так они и выглядели, сопровождающие скорую почту. В сельском музее собраны стенды, посвященные истории жителей этой местности. Возможно, эти материалы станут подспорьем для создания общей летописи приленских ямщиков. Далее, также по реке, на нескольких лодках мы проехали до села Первый Нерюктяй. Недалеко от причала возвышался православный храм XIX века.
Каменная церковь Иоанна Предтечи была построена в 1890 году по инициативе священника Лаврентия Попова на средства купца второй гильдии Степана Ивановича Идельгина. Простоял храм во всем своем величии недолго. В советские времена все богатое убранство храма было разрушено. И теперь его некогда белокаменные стены глядят на всех немым укором. Еще с тех давних времен в селе существует улица Церковная, а у речки Бирюк расположена улица Ямщика. Где ж ты, утка, ночь ночевала? Где ж ты, утка, ночь ночевала? Эй, ночевала, Аграфена Николаевна Филиппова возила почту в военное время. Вспоминает о былом с улыбкой. Может быть, поэтому она выдержала все тяготы ямщицкой работы. Летом прошлого года ей было 94 года. На нашу станцию приходило сразу по 5-6 лошадей, и почему-то всегда ночью. Приняв почту, оседлав лошадей, ехала в ночь, полночь. Что делать-то? Никого рядом нет, мужчины все на войне. На обратном пути забирала сено с острова, чтобы не ездить порожняком. Конечно, не высыпалась и не доедала. Жили на воде да на 200 граммах положенного куска хлеба. А сопровождающие хорошо питались. Буханка хлеба, консервы и даже колбаса. Бывало, угощали, но если попадался прижимистый человек, то оставалось впроголодь. Раньше в селе большая церковь с колокольней была. Думаю, что мне сам Господь помог выжить. Судьба оказалась благосклонной к Аграфене Николаевне. Выйдя замуж, она дала жизнь 11 детям, а они подарили ей более 100 внуков и правнуков. Так что род Филипповых продолжается. А на почтовой станции Бердинка мы встретили человека, который возил почту в 12-летнем возрасте. Одежонка у нас была так себе, о валенках я только мечтал. Чтобы не замерзнуть, приходилось бежать рядом с лошадью. Согреешься и опять садишься в сани. Обувка моя — это торбоза. Засунешь туда сено, и вроде теплее. Иногда шили калоши из конского меха. Кроме почты приходилось возить и пушнину, банки с кинопленкой, коробки с лекарствами. Во время войны и пассажиры были, раненые бойцы, возвращающиеся домой. У меня не было случаев потери почты, ведь тогда за это могли и в тюрьму посадить. Мало ли что бывает в пути, тем более с 12-летним мальчишкой. Но мне повезло, я остался в живых. Много воды утекло с тех пор, но время от времени, перелистывая альбом с фотографиями, наша следующая героиня вспоминает свое детство. У нас был очень большой дом, поэтому к нам заезжали ямщики и разные постояльцы. Они приезжали ночью, и я любила смотреть, как они чаевничают. Иногда угощали кусочком сахара или вкусными конфетами. Отец был конюхом, держал лошадей, а для почты были специальные, откормленные. Мама каждую ночь ставила самовар для ямщиков. А старший брат возил почту. Мне его так жалко было. Возвращался весь в инее, и всегда от него веяло холодом. А я прислушивалась к звону колокольчиков. Правда, потом в разговоре ямщиков услышала, что они определяют приближение почты по топоту копыт. Нина Васильевна – активная участница самодеятельности. Когда в селе создали ансамбль «Рябинушка», это стало главной отдушиной для желающих исполнять народные песни и частушки своих предков. Некогда на улице Ямщика жил известный и уважаемый в республике собиратель и исполнитель старинных песен, ямщик и кузнец Филимон Егорович Седых.
Его голос неоднократно записывали на радио. Также приезжали из якутского телевидения, чтобы сделать о нем передачу. С тех самых пор и сохранилась эта фотография. Он с самого начала сразу же покорил нас своим обаянием, энергией. Родился в Бирюке. Учился в церковно-приходской школе до революции до 12 лет. И, к сожалению, как он говорит, 12 лет его забрали, и стал он ямщиком. Потом в гражданскую призвали его. В 17 году он уходит на фронт и воевал очень долго. Участвовал во всех боях, начиная от Красноярска, Читы, дошел до самой Волочаевки. Причем он был ездовым в обозе командарма Блюхера. И вот с этой знаменитой армией он так и дошел до Волочаевских высот. Он рассказывал, что больше всего ему запомнилось, как в 21 году в Чите, 1 мая, демонстрация. И командарм Блюхер принимал присягу. И после того, как прошла эта демонстрация, он вручал своим отличившимся солдатам подарки. И Филимону Егоровичу Седыху он вручил шинель. Вот с этой шинелью он и вернулся к себе в Бирюк. Благодаря тому, что он выучился грамоте, он записывал песни, сам пел. Поехал казак на чужбину далеко-далеко, коне на своем вороном. Он свою родину набеги покинул сам, не вернулся отеческий дом. В архиве НВК «Саха» нам удалось найти редкие кинокадры и голос Филимона Егоровича. После передачи мы как-то с ним очень сдружились. И у нас была такая активная переписка. Он мне писал письма. У него 3 дочери. Все матери-героини. Они вот с отцом пели частушки. Вот это я видела, вот это я знаю. Записывали. В гуляниях он очень веселый был. Как начиная гулянка, до конца гулянки он все пел. Песня за песней. Я говорю, вот столько запоминал он песен. И еще нас ругал, если мы это там шумим или не слушаем. Он ругается. Ну-ка, давайте петь. У меня на сарафане петушок да курочка. Меня 3 завлекали. Петя, Коля, Шурочка. Очень был хозяйственным. Он любил порядок, чтобы нигде ничего зря не лежало, чтобы все пригодилось. Он все мастерил, он и сельскохозяйственную там веялки, доселки там делал. Ну, кузнечным делом занимался он. Там подковы лечили там лошадям, все это. В школьном музее села Первый Нерюктяй хранятся его работы, сделанные из останков американского военного самолета «Аэрокобра». Истребитель в 1943 году потерпел крушение в этих местах при перегоне самолетов на трассе Аляска-Сибирь. Он у себя там в Бирюке поставил водяную мельницу, ветряную мельницу, изобрел картофелекопалку, сушилку. В Алекминской газете «Знамя октября» до последних его дней публиковались его изобретения. Праправнуки Филимона Егоровича Седых продолжают его славную миссию – петь и радовать людей своим творчеством. Сегодня мы вместе с экспедицией по следам государевых ямщиков проехали по почтовым станциям Алекминского района. Истории, рассказанные нашими героями, пополнили видеолетопись самого протяженного по своим масштабам Сибирского тракта. Документальный сериал о Иркутско-Якутском почтовом тракте и о потомках приленских ямщиков продолжается.